Развитие народной дипломатии и международного сотрудничества – такое обозначили одну из первых тем площадки 15-го съезда женщин Якутии. В очно-заочном формате активистки обсуждают важные вопросы реализации международных проектов в области культуры и образования. Также не обошли стороной СМИ и их роль в гражданском обществе. Первое мероприятие в 2017 году мы провели как ИСЭХ Европы в Сербии. Сейчас уже по истечении 5 лет мы будем проводить ИСЭХ мира в Турции, в Анталии. У нас участников достаточно много. Это представители гражданского общества, наши бабушки, дедушки, наши дети, наши мамы, наши сестры, братья. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если на начало наших мероприятий всего нас было где-то 50-70 человек, то сегодня нас порядка 350, даже 500 человек поддерживают. Женщины в Якутии очень активны, и сегодня в первый день съезда только в этой профильной сессии поучаствовали более 50 делегатов. Многие подключились через онлайн-платформы, что позволило расширить охват и собрать мнения не только жителей нашей республики, но и соседних регионов. Помимо прочего, одной из главных задач участники считают защиту материнства и детства. Особенно эта тема актуальна в Якутии, где 2022 объявлен годом матери. Я, кроме того, являюсь директором сиротского учреждения, это Центр помощи Берегиня, в котором воспитываются дети-сироты. И на протяжении многих лет наши дети выезжали и становились участниками общенационального фестиваля Ассамблеи будущей России с участием детей-сирот. В работе этого фестиваля основными участниками являлись ведущие и видные деятели культуры, искусства, политики нашей страны. И дети выступали в качестве общественных народных дипломатов. То есть они через свои посыл свой, через свое таланты, свои способности транслировали, можно сказать, такие общенациональные идеи. Дети и семья – это приоритет государственной политики. По итогам круглого стола все участники единодушно приняли резолюцию, в которой изложили пункты о поддержке женских общественных организаций в сфере народной дипломатии, привлечению их к продвижению положительного имиджа Дальнего Востока, а также присоединиться к организации мероприятий, проводимых в рамках Года культурного наследия в стране. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск.